Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите интервью с главой Республики Ингушетия Инузбеком Бамангиревичем Евкуровым. Инузбек Бамангиревич, здравствуйте. Хотелось бы начать с того, что Ингушетия протянула руку помощи сирийскому народу. Более 25 тонн гуманитарной помощи были отправлены из нашей республики в Сирию. Верно ли, что после того, как основной накал боевых действий уже прошел, и на первый план можно уже ставить гуманитарные задачи? Гуманитарные задачи, они были и во время операции, активной фазы операции. Почему? Потому что люди всегда нуждались в этой помощи. И вот эта помощь у нас была уже 5-я, и мы и дальше будем помогать. Это все согласовано и с Министерством иностранных дел Российской Федерации, с администрацией президента страны, поэтому помощь дальше будем оказывать. И в последующем, конечно, мы в том числе и помощь доставлять в тех местах, где военнослужащие батальона военной полиции, потому что уроженцы Ингушетии несут службу, чтобы их морально поддержать и помощь нашим людям, я имею в виду, кому мы сочувствуем, жителям Сирии, оказать в этом направлении помощь. Следующий вопрос касается президентских выборов. Остается чуть больше месяца агитационной президентской кампании. И для властей региона, как известно, главная задача – это обеспечить явку избирателей на избирательных участках и безопасность в том числе. Что планируется сделать в нашей республике для того, чтобы провести вот эти выборы на уровне и без проблем? Знаете, мы в целом всегда это выборы проводили с высокого уровнем и явки, и обеспечения безопасности, в том числе уровнем и понимания людей. Да, что такое выборы? Мы со всех сторон профилактику в этом направлении проводили. В принципе, сейчас это особо и не нужно делать. Люди уже сами понимают, что такое выборы. Это одно. Второе, конечно, мы проводим подготовительные мероприятия. И каждая партия, в том числе, если от партии выделенный кандидат, или же те люди, которые являются доверенными лицами самовыдвиженцев, они сегодня в республике в том числе проводят свои мероприятия по сбору подписей, по задачам, по различным направлениям. И мы являемся не исключением. И в этой связи активная работа сейчас идет, подготовительная. И я уверен, что мы на высоком организационном уровне проведем выборы. И, пользуясь лучшим, хочу еще раз нашим гражданам сказать и попросить, чтобы они активно участвовали в этих и предвыборных вещах. Почему? Потому что это говорит о политической зрелости народа, населения. Ну и, конечно, выборных, когда период выборов, в день выборов максимально обеспечить явку. В продолжении темы выборов в социальных сетях очень активно поднимается этот вопрос по выборам некто Хучиевым и Горокоевым. Они призывают остановить коррупцию и провести честные выборы. Как вы прокомментируете вот эти заявления? Про выборы главы региона, когда говорят, вот мы против коррупции, вот мы хотим честные выборы в республике, вот мы хотим, хотелки. Говорят, там может быть и Хучиев, и Горокоев. Но я уж точно скажу, для жителей республики надо понимать, да, кто говорит, как говорит, и кем этот человек был в прошлой жизни. Нас же обычно как, кто вчера сам отвечал за этот фронт работы, который провалил этот фронт работы, ничего хорошего не сделал, уже сегодня имеет право там что-то говорить. И это одно. Второе, у человека, который на должности стоит, очень маленький люфт обещалок, да? Он, когда и я, в том числе, или министр, или глава муниципального образования, говоря о каких-то там обещалках, он всегда ограничен финансовыми возможностями трудовыми, возможностями другими вещами. А тот, кто не на должности, он ничем не ограничен. У него простор большой, обещалок много, он все обещает. И опыт вот этих ребят тоже, вот этих двух товарищей, которые... Один на свое время даже был, насколько я помню, замминистра сельского хозяйства, что там первый в период там, Руслана Султановича Аушева. И, насколько я слышал, выгнали его с работы. Но не столь важно, кто он есть такой, тогда был или сейчас. Но важно другое, что наши люди не глупые, они должны и понимают, и знают каждого друг друга, как облупленного. И от того, что он что-то говорит, уж точно я вам скажу одно, что ни он, ни кто-либо другой больше того, что мы сейчас делаем, никогда не сделает.
Это уж точно я там могу соизмерять. Но дал Эндели, если вот те, кто после нас придут к власти, сделают больше, дал Эндели халытасы, что мы только будем за. Ну, я уж точно знаю, что такой работоспособности, как у нашей команды, у них не было и не будет. Я могу это по себе уже соизмерять. Это одно. Второе, мы должны видеть Ингушетию образца 92 года, Ингушетию образца 2008 года. Вот этот период, там, то есть до 92 года, что у нас было, что у нас осталось с 92 года по 2008 год, и что у нас осталось с 2008 года по сегодняшний день. Так? Исходя из этого, люди должны там соизмерять, что сделано за этот период. Говорить о том, что сегодня больше денег дают, чем когда-то, это все вранье. Деньги давали, я не буду говорить, где-то больше или меньше, какие условия были. Ну уж точно сегодня не больше дают, это точно. Поэтому каждый гражданин сам должен понимать и слушать, и прислушиваться, ну и потом понимать, за кем пойти. Это сейчас не предвыборная речь, я просто отвечаю на ваш вопрос, понимать, за кем пойти. Исходя из этого уже кто-то, если пойдет за этими людьми, заработает хорошие деньги на предвыборных вещах. Почему? Потому что это будет заряжены эти деньги. Не более того. Но уж точно для республики никакой пользы от этого не будет. Но будет кучка людей, там какая-то польза от этого, заработать на этом. А те, кто точно понимает, что это не тот путь для республики, они никогда за этими людьми не пойдут. Но и те, и другие имеют право заявлять, и те, и другие имеют право говорить. Ну, это уже я так понимаю, что если вопросы такие они задают, я слышал тоже такой вопрос. Мы должны идти, взять власть в свои руки. Да она была уже в руках у вас. Чего вы не пользовались? Чего вы не пользовались? Это раз. И второе. А кто вам дал мнение такое в голову, что вам просто так власть передадут или отдадут? Это же решение там выборное. Если будут прямые выборы, это прямые выборы. Если это через парламент, этот парламент будет решать. А не так, что пришел, что просто валяется на дороге, что ли, эта власть, чтобы взять ее, так просто прийти взять. И это тоже они должны понимать. Ну, потом, сегодня ни у меня, ни у председателя правительства, ни у председателя парламента, ни у кого с нашей командой нету сомнений в том, что мы делаем. И нам не стыдно за свою работу. Да, много проблем. А кто же без проблем работает? Много недоделок. А кто же не работает? Везде это рабочие моменты. Но что мы можем с любым стать и быть конкурентами на любом уровне в том, как мы работаем сегодня. И сколько мы делаем для республики. Я уже говорил, для этого не надо там в историю там, столетней давности заходить. Просто надо посмотреть историю, там, как я уже сказал, 92-й, 2008 и сегодняшний день. И тогда вы сами увидите, народ сам увидит, что сделано, как сделано. А как вы оцениваете работу правоохранительных органов в нашем регионе? Насколько законопослушно население наше сегодня? И изменилось ли отношение населения к людям в форме? Я уже вижу, да, вот эти годы, что мнение меняется. Ну, во-первых, и сами люди в погонах начинают более жестче, принципиально относиться, и в том числе и соблюдение самими законодательства, закона. Это тоже хороший фактор, да, и понимание. Сами руководители органов правопорядка начинают привлекать своих же подчиненных к ответственности, в том числе к уголовной, за те или иные нарушения закона по отношению к жителям республики. Это тоже большой плюс. Это тоже рост доверия. Новый руководитель, если брать там МВД, то он более чем грамотный человек и понимает, в каком направлении нужно развивать систему МВД по республике Ингушетия. И в том числе опираясь на местные кадры. Это тоже большой плюс. Хотя я всегда был сторонником того, что должны работать там не местные только кадры, а в системе МВД на федеральной структуре должны работать все. И другие, так же, как и наши ребята работают в других регионах. И только здесь монополиция, там, конечно, для нас это неприемлемо. Все мы друг друга знаем и где-то пытаемся подминать закон родственными вещами. Но самое главное, знаете, я вот вижу с каждым днем, что авторитет полиции поднимается, если брать там чисто про полицию. Я про ФСБ не говорю, почему? Потому что
ФСБ – это системная организация, там всегда было все в порядке. И сегодня, слава Всевышнему, что там все нормально, они совершенствованы, они работают, но прокуратура и Следственный комитет тоже не берут, это там другие там направления, они в своем большинстве выполняют там задачи надзирательного направления и другого свойства. А вот полиция, которая день и ночь там соприкасается с населением, с властью и на виду, и полиция, которая по закону власти, местное самоуправление могут давать оценки деятельности, сегодня получает уже тот кредит доверия населению. Я это тоже вижу. И это тоже на примерах. И мне хочется еще раз призвать там и самих работников, сотрудников полиции максимально дорожить этим доверием и максимально поднимать честь своего мундира, честь звания полицейского, и быть более принципиальным в своей работе. И призвать население к тому, чтобы всегда с уважением относились к полицейским погонам. Почему? Потому что не сегодня-завтра вы сами будете у него просить помощи. Не мешать ему работать, а наоборот помогать ему во всем. Это и святая обязанность, как и гражданина, как и человека, как и с точки зрения там, и религиозного направления. Почему? Потому что любой полицейский на территории он предназначен для того, чтобы обеспечить порядок, чтобы нам легче жилось. Но в целом я доволен сегодняшним состоянием. Я думаю, уверен, что оно идет к еще большему позитиву и доверию населения к полицейскому человеку в погонах. За прошлую неделю вы провели несколько инспекционных поездок, в том числе и по городу Назрань. В целом, как вы оцениваете работу муниципалитетов нашей республики и со всеми ли задачами, поставленными вами, они справляются? Ну, я бы не говорил задачи, которые я поставил. Мне кажется, что они должны работать там, с учетом интересов самого муниципального образования, интересов населения этого муниципального образования. Но это задачи, которые у нас идут и в рамках указов президента, и в рамках пунктов послания президента, там, ну и так далее, ну и в рамках моих поручений. Где-то лучше, где-то хуже. Но в целом мы по году справились хорошо, в том числе и по программе, которую мы реализовали на территории республики. Мы в этом году будем продолжать, и несколько лет будем продолжать эту программу. Это благоустройство дворов. Это хорошая такая программа, она эффективная. В том числе по ряду вопросов и замене водопроводных труб, там, газопровода, там, ну и так далее, и так далее. Будем в этом году продолжать, но я не буду сегодня говорить о том, что кто-то плохо работал. Но особо хотел бы все-таки выделить и мэра Назрани, Алихана Тумгова, и мэра Магаса, Тичуева, и Малгобекский район, и Бетиев Карабула, который только вот начал наоборот, и Сунжинский район. То есть люди работают, стараются делать. Ну, все там старались, работать. Без ошибок нету, но тем не менее я сегодня в целом доволен нашими главными муниципальных образований и депутатским корпусом, которые совместно делают очень позитивного, очень многого для республики. Новый год только начался, и поэтому хотелось бы узнать, какие социальные и жилые объекты планируется возвести в нашей республике за следующие 12 месяцев. Но в этом году мы много планируем, в том числе и школы, и дошкольные учреждения, и объекты культуры, объекты здравоохранения, объекты спорта. Но в целом объекты инвестиционного направления мы по линии корпорации развития Северного Кавказа получаем это под патронажем и приличным участием и министра по делам Северного Кавказа, и куратор, что лично первый заместитель министра по делам Северного Кавказа. В этом году мы получаем 500 миллионов рублей. В прошлом году мы освоили 500. И по прошлому году мы переходящие объекты, это птицекомплекс Южный. В этом году они будут еще 119 миллионов осваивать. И завод алюминиевых профилей РИАК. Он будет сейчас в феврале у нас открываться. Это один из таких первых заводов, наверное, на юге России. Довольно нужный, важный объект. И в этом году, получая 500 миллионов рублей, мы продолжим из этих денег проект птицекомплекса Южный, как я уже сказал. Реконструкция завода кирпичного в районе Яндари, Неон. И еще один завод строим новый в районе завода алюминиевых профилей. Это очень важно, необходимо. Он тоже первый завод на юге.
И я думаю, что он хорошую прибыль, хорошую возможность принесет для республики, в том числе. Почему? Потому что к этому заводу были притянуты регионы Северо-Кавказского федерального округа. Те отходы, которые алюминиевые, которые на переработку, их отправляли раньше за пределы даже округа. А сегодня у нас будет этот свой завод, и все будет сконцентрировано сюда. Это на большое количество рабочих мест, это проекты. Помимо этого у нас есть ряд, в том числе инвестиционных проектов, которые строятся, и мы должны завершить. И ряд экономически важных объектов, социальных, которые переходящие на этот год. И в целом у нас порядка 60 объектов такого направления, масштабного направления появится. Мы планируем в этом году, благодаря вот этим проектам, новым проектам в том числе, создать более 6 тысяч рабочих мест в этом плане. Касательно строительства, сейчас в регионе активно строятся надземные пешеходные переходы. Один можно видеть при въезде в Магаз. Вы будете контролировать качество работы? Ну, там нет особой необходимости контролировать качество работы. Почему? Потому что там фирмы работают уже известные, те, которые там специализированно этим занимаются. Это программа Росавтодора, поэтому они сами контролируют качество. Наша задача проконтролировать дизайн, красоту и сделать вот так, ну, наиболее привлекательной. Мы планируем в этом году здесь завершить и в этом же году начать и завершить еще 2, по крайней мере, как минимум, перехода. Это в районе школы Абегу и в районе перекрестка Нестеровская. Но если получится, удастся, в том числе в районе Гамурзиева. Вот в этих местах. А так у нас по федеральной трассе после реконструкции должно быть где-то 6 или 7 надземных переходов и 3 подземных переходов скотопрогона, так называемые. Хотелось бы затронуть тему экономического развития. В республике зафиксирован рост производства АПК и строительства, жилищного строительства. И плюс есть еще информация, что Ингушетия намерена привлечь в свою экономику японские инвестиции. Вот какие инвестиционные проекты нас ждут в 2018 году? Ну, насчет японских не слышал. Наверное, у министра экономики надо будет уточнить. Это раз. Да, иностранные инвестиции мы привлекать будем, и привлекали, и будем над этим дальше работать. Но, опять же, повторюсь, что были больше возможностей по АПК в этом году. Но в любом случае задачу они выполнили. Но все-таки хотелось бы большего, конечно. По промышленному сектору, рост промышленного производства, он, конечно, меня удовлетворяет, и другие сферы тоже. По доходам собственным, в том числе местный бюджет, ну, они план выполнены, но все-таки большой резерв остался. И там надо тоже наработать. Но, опять же, вы знаете, что в прошлом году довольно серьезно обратила и президент страны внимание, и вице-премьер Дмитрий Николаевич Казак, и в целом Минфин России о том, что оптимизация бюджета. И максимально сделать так, чтобы деньги не просто выделялись, а выделялись адресно и конкретно. Поэтому в этом плане мы сейчас тоже оптимизируемся, не ушемляя наших там бюджетников, но делаем все возможное, чтобы оптимизировать бюджет, сделать его более насыщенной, и чтобы у нас денег хватало на то, чтобы не только строить, но и содержать наши объекты, чтобы мы максимально уходили от дотации федерального центра, хотя, конечно, это в ближайшей перспективе нелегко сделать. По информации Минэкономразвития, наших бизнесменов уже ждут во Франции, Турции и на Ближнем Востоке для заключения договоров, уже конкретных договоров о сотрудничестве. Ожидаете ли вы уже в этом году каких-то, скажем, прорывов на международный рынок? Мы знаем, что в этом году по линии Сада Гигант мы совместно с итальянской компанией будем строить завод Потари. Уже там договоренность есть, и даже сейчас уже находятся наши представители в Италии, работают над этим. И знаем, ряд проектов мы планируем с турецкими компаниями делать. А там дальше уже будет видно, что мы дальше на выходе получим. Хотелось бы, конечно, получить инвесторов по развитию туризма, но и продолжаем мы работать с арабскими государствами, Саудовской Аравией в том числе, по привлечению инвесторов сюда, для того, чтобы или экспорт наших товаров уже непосредственно в арабские страны. Ну, посмотрим на выходе. Но, опять же, повторюсь, что у нас уже есть иностранные инвесторы, которые уже вкладывают и будут вкладывать деньги в развитие Республики Ингушетия. Накануне вы сделали несколько кадровых назначений. Расскажите, с чем они связаны? Нет, я бы не сказал там какие кадровые назначения. Мы по просьбе самого начальника управления по
делам религии, заменить там руководителя, назначили Джакиева Ахмеда, хороший парень, знаешь, его все знают, не более того. И задачи у управления Союза те же самые, взаимодействие, работа и так далее. Поэтому здесь нет никаких там революционных там назначений. А Котиков Алиев, бывший начальник управления, вернется на свою прежнюю работу в Совете Безопасности. Хотелось бы затронуть тему спорта. В прошлом году в нашей республике успешно прошли 3 чемпионата по альпинизму. И сейчас мы готовимся уже к следующим соревнованиям. Можно ли сказать, что Российская Федерация альпинизма всерьез и надолго прописалась в Ингушетии? И какие у нас есть шансы стать центром российского альпинизма? Ну, я думаю, что, наверное, не скажу, но мы хотим вот это все узаконить. Почему? Потому что наша гора Кязи, она называется в альпинистском выражении Гайконт. Я это тоже задачу поставил. Почему? Потому что некоторые, когда я говорю про это, говорят, вот сказали Кязи не называть, а Гайконт назвать. Нет. Он проходит по всем картотекам, по всем справочникам, по всем спортивным этим вещам, не только в России, но и за пределами страны, в мире, как Гайконт. Поэтому, конечно, наша Федерация по альпинизму и Министерство спорта должны разработать документы, направить соответствующие структуры и изменить название. И сделать тогда, если Кязи, то в скобках Гайконт, а если сейчас Гайконт, то в скобках Кязи, пока мне это все не поменяется. Почему? Потому что на соревнованиях на гору Кязи там, или там, на площадку Кязи никто не приедет в плане того, что не знает, что это такое. А если это говорят и Гайконт, они уже знают, что это такое. Там уже влюбленная, понятная советского образца гора. Это раз. Но это уже процесс такой, я думаю, что это не одного месяца процесс. Почему? Потому что нам надо изменения носить там не только там, ну, географические и так далее. Я думаю, что это уже и Федерация, и Министерство спорта справится. Но это единственная гора сегодня в нашей стране, на которой может проводить там чемпионаты России. А вы знаете, что это уже вид спорта уже олимпийский. И в этом случае наши всегда чемпионаты России проводились за пределами страны. Наша задача создать условия. И в этом году мы будем разговаривать с Федерацией альпинизма России, послушаем их требования, постараемся найти внебюджетные средства, ну и сделать хорошую площадку для того, чтобы это было такое место, постоянное место для проведения чемпионатов России. А может, и если будет в стране проводиться чемпионат Европы или мира, ну, они тоже, естественно, будут там проводиться. А что с альпинистским лагерем, о возведении которого мы много вот говорили? сейчас то, что развернем, оставим, постараемся не снимать, чтобы альпинисты могли приезжать и как лагерь уже размещаться, уже там почувствовали себе вкус. А до конца августа они должны нарастить уже теми требованиями моими, которые уже выставлены. Чтобы у нас с августа месяца плановые уже посещения альпинистами в круглый год были уже этого альпинистского лагеря. Ну, чтобы этот лагерь научился зарабатывать деньги на это. Буквально недавно вы посетили новую хоккейную академию имени Фетисова в Магасе. Означает ли это, что зимние виды спорта в республике продолжат активно развиваться и что в ближайшее время наша республика получит чемпионов, можно сказать, на зимних Олимпийских играх? Ну, еще в ближайшее время не скажу, хотя на детских, вполне, если не олимпийских, то, понятно, на детских юношеских играх, чемпионатах России, СКФО и Европы, мира могут получить, почему дети хорошо пошли. И мы будем до конца января открывать академию с участием высоких гостей. И те наши команды, которые сегодня есть, а мы их больше не будем делать, достаточно этих команд, мы, конечно, будем сейчас сопровождать, обучать, готовить и наращивать. В том числе наращивать тренерами, которых мы пригласим дополнительно со стороны. Последний вопрос. Вы встретились с Климом Лаврентьевым и обсудили вопрос о проведении 5-го международного кинофестиваля «Золотая башня» у нас в регионе. Как вы отметили, провести его нужно на высшем уровне. И кинофестиваль поменял площадку проведения, насколько я знаю. Площадку проведения я не знаю, где он поменял проведение, да. У нас будет проходить кинофестиваль, и мы проговорили вопрос о создании кинематографии в республике. Поручение это я дал Министерству культуры, и надеюсь, что в ближайшей перспективе мы эту работу наладим. Я жду только сейчас предложения Минкультуры. Но опять же надо понимать, что это тоже требует затрат
финансовых и отсутствие денег, оно всегда напряжено в плане выполнения вот тех задач, которые есть. Но будем смотреть и небюджетные источники, где-то там, если в рамках закона нам позволительно, и бюджетные источники, чтобы эту задачу выполнить. Тем более сейчас на встрече молодежи тоже люди молодежь задает вопрос, что они хотят тоже фильмы свои издавать. Я сейчас по ошибке там сказал фильм «Школа», а оказывается, это не «Школа», фильм «Школа» это было российского там производства, а здесь был фильм, какой-то там был день одного класса, там, или там… История одного класса. История одного класса, да. И поэтому здесь тоже была своя критика. Она больше критика связана с тем, что люди больше сейчас в религиозной сфере пытаются всегда что-то найти в образе там наших артистов, хотя ничего там сверх такого не было, не то, что вообще обычные там дети, что критиковать их. Ну, кому-то хочется, чтобы все ходили там закрытые, кому-то хочется так, а кому-то хочется вообще, чтобы там девочка стояла так, голову опустила, ни голову, ни глаза не поднимала. Каждый, исходя из своего там культурного там направления, там образования там, или понимания, трактует, критикует. Поэтому нашим артистам, детям и ребятам, которые хотят фильмы снимать, надо понимать, что они столкнутся вот с этими проблемами. Каждый по-своему пытается это трактовать, каждый по-своему начинает там понимать, да, вот, или не понимать. Тот, кто вообще это не понимает, он больше критикует даже, чем тот, кто понимает эти вопросы. Спасибо. Юнусбек Баймангелдиевич, благодарим вас за то, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем интервью с главой Республики Ингушетия Юнусбеком Баймангелдиевичем Евкуровым. Всего доброго.